А вот первая замминистра иностранных дел Украины Мине Джипар сообщила о продолжающихся грубых и систематических нарушениях прав коренных народов на территории оккупированного Крыма в рамках 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Задля переслідування та криміналізації кримських татар окупант сьогодні використовує закони про боротьбу з екстремізмом та тероризмом. Окупація Росією Криму є загрозою для збереження ідентичності кримсько-татарського народу. Эскендерган, насколько я знаю, вы являетесь одним из участников украинской делегации на этой сессии, правильно? Да, на самом деле, конечно, это Меджлис крымско-татарского народа, и мы тесно сотрудничаем с постоянной миссией Украины в ООН. И таким образом, конечно же, мы координируем все действия. И на самом деле постоянный форум ООН, как обычно, ежегодно, за исключением прошлого года из-за пандемии, и на тот момент ООН не была готова к проведению онлайн-формате, а этот раз уже проводится впервые в онлайн-формате это мероприятие. И, соответственно, делегация, которая в этом году участвует в этом форуме в онлайн-формате, она состоит из имени Джапар, первого заместителя министра иностранных дел, и она выступила, вы ее процитировали. Как раз она выступала в разделе или в теме, когда выступал постоянный, вернее, спецдокладчик ООН по вопросам коренных народов, и, соответственно, конечно же, оно как раз-таки выстроилось. Далее Сергей Кислица, он будет участвовать в том числе и в рамках сайд-ивента, который мы параллельно проводим. Это параллельное мероприятие в рамках постоянного форума. Сам постоянный форум будет продолжаться с 19 по 30 апреля. Далее у нас будет сегодня выступать Рифат Ага Чубаров. Его тема как раз-таки связана с темой представительных институтов. Как раз-таки о Меджлисе будет его выступление. Далее будет мое выступление в рамках мандата постоянного форума в 6 сферах. И, соответственно, конечно, по тематике будем выступать. И будет Расскажите, о чем вы подробнее будете говорить? Я думаю, мы к этому вернемся. Еще выступала Людмила Коротких. Она выступала уже, вернее, там подала и зарегистрировала и выступление, и участвовала. Ее выступление было связано с 16-й целью ООН. Ну и, конечно же, будет выступать по вопросам языка и дальнейшей стратегии Зарема Бариева. Я бы хотел просто в целом обрисовать ситуацию. Возвращаясь к сайд-ивенту, который мы будем проводить 26 апреля, по киевскому времени с 16 до 17:30, по нью-йоркскому времени с 9 до 10:30. Наш сайд-ивент называется, скажем, «Угрозы устойчивого развития коренных народов в условиях межгосударственных конфликтов» на примере временно оккупированного Российской Федерации Крыма. И в рамках данного сайд-ивента мы покажем короткую версию фильма «Крым. Обезвоживание». Далее там у нас будет выступление, я буду выступать и говорить о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Далее Рифат Ага будет выступать на тему запрета Меджлиса и в контексте, опять же, цели устойчивого развития. Далее об экологических и гуманитарных вызовах будет выступать Мамутов Сулейман. Ну и правовая оценка действий оккупационной администрации в контексте достижения цели до 2030 года будет выступать Алексей Плотников, кандидат юридических наук. И, соответственно, таким образом мы на этот сайд-ивент будем приглашать, конечно, и представителей миссии различных стран, членов ООН. Мы будем приглашать туда экспертов в области коренных народов для того, чтобы больше проинформировать о реальной ситуации. Эскендер, простой вопрос. Что это нам дает? А что это дает? На самом деле, конечно, всегда можно задавать вопросы о том, что толку от этих международных мероприятий, когда ездят, выступают, а что толку? Ведь нет никаких конкретных действий. Но я хочу обратить внимание на следующее. Но, во-первых, ежегодно все равно меняется состав, и поэтому нам постоянно и системно нужно информировать о том, что реально происходит в Крыму. Кроме того, меняется или, скажем, нам надо показывать динамику, к чему это ведет.
для того, чтобы мы постоянно поддерживали солидарность с народом. Кроме того, первая задача наша — это проинформировать другие коренные народы, а сегодня в мире более 400 миллионов человек, о том, какое положение коренного крымско-татарского народа, караимов и крымчаков. Второе, конечно же, проинформировать миссии ООН, миссии стран, членов ООН, которые будут присутствовать как на сайд-ивентах, так и постоянно присутствовать на пленарных заседаниях. Ведь на самом деле представители миссии периодически меняются, и, соответственно, они потом докладывают в соответствующие свои министерства иностранных дел о той или иной ситуации. Также нам очень важно подтверждать субъектность крымско-татарского народа, караимов и крымчаков, и своим участием мы еще раз напоминаем всему миру, что существует такой народ, коренной народ Крыма, крымские татары, у которых есть определенные проблемы в связи с межгосударственным конфликтом, но который хочет жить, который хочет развивать территорию, который хочет развивать свою культуру, и, соответственно, об этом мы должны говорить. Конечно же, сейчас начинается десятилетие, активные действия, десятилетие активных действий по реализации целей устойчивого развития. Цели устойчивого развития были приняты Организацией Объединенных Наций. И как раз-таки в рамках, там 17 целей, но практически 6 целей полностью связаны с окружающей средой, с коренными народами и так далее. И поэтому нам очень важно, в том числе и с гуманитарными вопросами, связанными с языком и так далее. Поэтому нам очень важно активно участвовать, чтобы в рамках данных активных действий мы обязательно могли в том числе быть в семье или в команде других коренных народов, которые разрабатывают эти направления, операционные планы, планы действий. И с другой стороны, в связи с этим мы смогли эффективно и грамотно разработать внутренние документы, как внутри крымско-татарского народа, так и Украины, по реализации этих действий и, соответственно, для достижения данных целей. Ну и, конечно же, продемонстрировать солидарность с другими коренными народами. И вот буквально одна минутка. 26 апреля, если я не ошибаюсь, должны состояться слушания. По итогу должны ли принять какую-то резолюцию, декларацию? Что будет? Нет, сайд-ивент — это параллельное мероприятие, оно больше информационного характера, но при этом мы, конечно же, будем давать свои рекомендации. Причем я думаю, что если мы сможем проработать с АТР, мы сможем вывести в YouTube-канал и сделать прямую трансляцию. Правда, данное мероприятие будет вестись на 2 языках, 2 рабочих языка, будет английский и русский, но в большей мере, конечно, в оригинале будет больше выступлений на английском языке. Но я думаю, что в последующем мы обязательно русский перевод прикрепим для того, чтобы большее количество наших соотечественников и жителей Украины могли, конечно же, услышать и понять, о чем идет речь и с чем это связано. Çok sağ olunuz Эскендер Ага, Эскендер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа и руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Напомню, что в понедельник, 26 апреля, украинская делегация в рамках 20-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов организовывает онлайн-встречу по обсуждению ситуации с положением крымских татар в условиях аннексии полуострова. Как сообщает Крымско-татарский ресурсный центр, на мероприятии будут обсуждать дискриминационную политику России в Крыму в отношении представителей коренных народов.